Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Что такое условия плохой видимости и как себя вести на дороге в этих условиях? Что грозит за отказ от медосвидетельствования? Как выбрать наиболее безопасный маршрут для детей? Как вызвать помощь вдали от населенного пункта, если случилось ДТП? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит нутрициолог Ника Николаева. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 18 по 24 ноября зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 15 человек, в том числе пострадало 4 несовершеннолетних. Так, 19 ноября в поселке Чульман водитель, управляя автомобилем Toyota Succeed, совершил наезд на девушку и малолетнего ребенка, перебегавших проезжую часть в неположенном для перехода месте. В момент происшествия у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. В результате ДТП ребенок госпитализирован в Нерюнгринскую больницу. Девушке назначено амбулаторное лечение. В тот же день в Якутске на 15-м километре Покровского тракта водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, не убедившись в безопасности при перестроении с правой полосы на левую, допустил столкновение с автомобилем Toyota Prius, в котором находилось 2 несовершеннолетних пассажиров. Новорожденный находился в автолюльке, а полуторагодовалый малыш сидел в детском кресле. Дети не пострадали. 22 ноября в поселке Усьмая водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, совершил наезд на девочку, которая выбежала на проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия несовершеннолетняя госпитализирована в хирургическое отделение Усьмайской больницы. 23 ноября в дежурную часть Удачнинского отделения полиции поступило сообщение, что на проезжей части поселка Надежный Мирнинского района обнаружен труп мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на гражданина совершен наезд, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался. Водитель с места происшествия скрылся. Обстоятельства совершенного происшествия выясняются. А мы двигаемся далее. Можно ли сохранить права, отказавшись от медосвидетельствования? Отказ от освидетельствования – это административное правонарушение. За него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 18 до 24 месяцев. Однако лишиться водительского удостоверения можно только в том случае, если для подобного вида наказания были законные основания. В статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях России прописано 2 сценария. У водителя имеется действующее водительское удостоверение. В этом случае, согласно первой части этой статьи, за отказ от медосвидетельствования полагается одновременно штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Во втором сценарии, если у водителя вообще нет удостоверения или он лишен права управления транспортными средствами, полагается: в отношении лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, либо лишенными такого права, влечет административный арест от 10 до 15 суток или административный штраф в отношении лиц, в отношении которых в соответствии с кодексом не могут быть применен административный арест, штраф в размере 30 тысяч рублей. У сотрудника ГАИ могут возникнуть основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения при наличии запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, выраженным дрожанием пальцев рук, поведения, не соответствующей обстановке. Если такие признаки присутствуют, инспектор госавтоинспекции сначала предлагает водителю пройти освидетельствование на месте или, как принято говорить, подуть в трубочку, то есть в алкотестер. От освидетельствования на месте водитель вправе отказаться и потребовать отвезти его в специальное медицинское учреждение. Таким же образом, автолюбитель может поступить в случае несогласия с результатами освидетельствования на месте на состояние алкогольного опьянения.
То есть он может отказаться и дуть в алкотестер, и отправляться на проверку медучреждения. Но разницы в ответственности не будет никакой. В любом случае его привлекут к ответственности по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. В средней полосе России минус 15 на термометре уже неприятности и оранжевый уровень опасности. У нас пресловутый тридцатник считается комфортной температурой. Но главная якутская проблема даже не климат, а удаленное местоположение и большие расстояния между населенными пунктами. Как подготовить автомобиль к езде на дальние расстояния, какая опасность может подстерегать на зимних дорогах и как вызвать помощь, если случилось ДТП. Об этом сегодня в нашей студии расскажет инспектор по особым поручениям отдела дорожного надзора Управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия майор полиции Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот буквально несколько лет назад много говорили о судьбе двух молодых парней, которые на стареньком японском автомобиле поехали до Магадана через Якутию. Вот, понятно, что к такой поездке нельзя относиться беспечно. Как правильно подготовить автомобиль к длительной поездке и на что нужно в первую очередь обратить внимание? Вообще-то, во-первых, я бы хотел сказать, что не нужно полагаться только на одной карте. Нужно иметь несколько вариантов и основываться из этого. Заранее прокладывать маршрут по месту назначения, если удастся там у жителей, тех, кто там проживает, узнавать. Во-вторых, перед выездом, конечно, на такие дальние дистанции необходимо проверить свой транспорт. А именно, у нас, тем более в городе, очень много сервисов, где можно проверить полностью диагностику ходовой части, если какие-то повреждения, утечки масла и так далее. Но вот еще существует мнение, что есть стиль вождения летний, есть стиль вождения зимний. Так ли это и чем они отличаются друг от друга? Конечно же, есть. Хотелось бы отметить то, что когда вот этот переход идет с летнего на зимний, да, многие водители, у кого стаж очень маленький вождения, они, конечно же, уже привыкли к летнему. То есть резкий разгон, резкое торможение. Все это, конечно, делать нельзя зимой. Самое главное правило для автомобилиста зимой – это, конечно же, плавность и неторопливость. Какие основные ошибки допускают водители при изменении погодных условий и какая опасность может подстерегать водителей на зимней дороге? В первую очередь, это, конечно же, превышение установленной скорости. Это в первое. Во-вторых, это несоблюдение дистанции до предыдущего транспортного средства. Потому что летом и зимой вы должны уже держать то расстояние в 3 раза больше, чем ездите летом. Если водитель попал в ДТП вдали от населенного пункта, то какие должны быть его действия? Вообще, я вот скажу, служба 112, это самый такой телефон, но не всегда эта связь может работать. То есть они ссылаются на то, что может быть связь, то, что вы можете вызвать оператора, если у вас вы на минусе, либо у вас нет сим-карты, либо она заблокировалась, то можете дозвониться. Но это не всегда работает в наших условиях. Потому что я посоветовал бы при, конечно, ДТП, по возможности сделать вызов. Если не получается, то прибегнуть к помощи другим участников дорожного движения. В завершении нашего разговора хотелось бы узнать, какие рекомендации вы могли бы дать автолюбителям, которые ездят зимой на дальние расстояния. Участникам дорожного движения, конечно, бы хотелось посоветовать. У нас имеется и как называемое упрощенное оформление ДТП. Это Европротокол. Наверное, прекрасно все знают, да? Как оно оформляется. То есть там не нужны уже сотрудники полиции. То есть вы можете Европротокол составить сами с другим участником дорожного движения. Но там есть одни нюансы, конечно. При заполнении извещения Европротокола о дорожно-транспортных происшествиях, во-первых, должно быть только 2 участника ДТП. Во-вторых, в данном ДТП не должно быть раненых и погибших. И третье, конечно же, третьим лицам не причинен ущерб. То есть третья машина. Если их должно быть только 2. И там, по-моему, еще обоюдное согласие. Что... Либо обоюдное согласие, если участники, то есть у них нет разногласий. И, кроме того,
сумма причиненного ущерба не превышает 100 тысяч. Кроме того, ну, хочу отметить, конечно, автолюбителям, если вы выезжаете куда-то на трассу, конечно же, полностью диагностировать свой транспорт, ну, как я уже ранее говорил, на наличие утечек, топливной системы, тормозных шлангов и так далее. Особое внимание уделить, конечно, зимним шинам. Каждый делает выбор для себя. Кто-то ставит липучки, кто-то с шипами. Ну, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции Республики Дмитрий Борисов. А мы продолжаем. В правилах дорожного движения есть два схожих понятия – ограниченная видимость и недостаточная видимость. И хотя они относятся к совершенно разным ситуациям, водители довольно часто путают их между собой. Наш корреспондент Ларина Сукуева попытается разобраться, чем отличаются эти термины и в каких ситуациях они применяются. Согласно правилам дорожного движения, под недостаточной видимостью понимают условия, когда водитель не может отличить отдельные предметы на расстоянии 300 метров от автомобиля. Говоря простым языком, недостаточная видимость означает, что дорогу плохо видно из-за времени суток или погоды, например, из-за тумана, снега или дождя. Недостаточная видимость на дороге может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, поэтому налагает на автолюбителей обязанности по выбору режима движения. Снижайте скорость, особенно когда плохая видимость сопровождается гололедом. Включайте ближний свет, габариты, передние и задние противотуманные фары. Если видимость на нуле, включайте аварийную сигнализацию, снижайте скорость до минимума и старайтесь двигаться ближе к обочине. Ограниченная видимость – это видимость водителям дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. Здесь означает, что дорогу плохо видно, видимость ограничена какими-то объектами на проезжей части или вблизи нее. Например, здесь растут кусты, ветки которого заслоняют часть дороги. Ограниченная видимость возникает на поворотах и подъемах. Об их приближении, как правило, предупреждают дорожные знаки. Также ограниченная видимость может возникнуть при остановке машин на дороге в случае неисправности или ДТП. Здесь должны выставляться аварийные знаки водителям, чье транспортное средство явилось причиной помехи обзора. И главным правилом движения на участках с ограниченной видимостью является движение по своей стороне дороги. По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной смерти детей до 14 лет являются ДТП. В нашей стране дети участвуют в каждой 7-й дорожной аварии. Поэтому подготовить ребенка к школе – это прежде всего научить его безопасному поведению на дороге. О том, как выбрать безопасный маршрут для детей – наш следующий сюжет. Пройдите вместе с ребенком до школы и обратно несколькими путями. Утром или вечером, когда светят фонари, и днем при естественном освещении. Поговорите со школьником, какие опасности на пути могут быть. Это движущиеся машины, а также участки, где ведутся строительные и ремонтные работы, где установлены канализационные люки, где нет освещения и где бродят бездомные животные. Как составить правильно схему безопасного маршрута школьника дом-школа-дом? Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами: проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметки. Расположение светофоров, дорожных знаков и разметок должны соответствовать их действительным местам расположения. Учтите, что дети не умеют прогнозировать ситуацию на дороге. И ребенку бывает сложно догадаться, что из-за притормозившей машины через секунду может выскочить другой автомобиль. Поэтому объясните, что проезжая часть начинается сразу после выхода из подъезда. Хорошо видимой линией при необходимости со стрелками, обозначающими направление движения, должны быть обозначены все основные пути движения учащихся к школе и обратно, от близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. Должны быть отмечены участки с интенсивным движением транспортных средств. Как проверить, усвоил ли ребенок правила безопасного поведения?
Делегируйте ему полномочия старшего. Например, попросите научить переходить дорогу любимую игрушку. Ребенок должен приговаривать вслух свои действия. Посмотрим налево и направо, вот едет машина, пропустим ее и так далее. Понаблюдайте, как он себя ведет, совершает ли ошибки. Если вы решили, что ребенок готов к самостоятельности, заключите с ним договор, ходить только выбранным маршрутом, звонить, если остался после уроков поиграть на школьном дворе и так далее. Одевайте детей в яркую одежду со светоотражающими нашивками, кладите в рюкзак фонарик, не лишним будет купить GPS-трекер с функцией связи и кнопкой SOS. Только не запугивайте и не ругайте за каждую ошибку. Гораздо эффективнее объяснять и отрабатывать знания в игре и показывать пример собственным правильным поведением на дороге. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них нутрициолог Ника Николаева. Ника, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Скажите, какой у вас водительский стаж? У меня стаж с 2008 года. Это получается уже почти 16 лет. Угу. Ну, волнуетесь? Ну нет, потому что экзамены я сдала на отлично, с одной ошибкой, и то потому что у меня соскользнула рука. Так что... О, все. Ну что, редко бывает, когда у нас гости не волнуются, но пожелаем вам удачи. И Хорошо. Первый вопрос, внимание на экран. Сколько перекрестков изображено на рисунке? Варианты ответов 1, 2 или 4. Ну, на данном рисунке у нас изображен один перекресток. Вариант первый. Да, вариант первый. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Варианты ответов. Разрешено. Второй вариант. Разрешено, если вы проживаете рядом с этим местом. И третий вариант. Запрещено. Ну, данный знак запрещает как остановку, так и стоянку, поэтому ответ 3. Запрещено. Запрещено. Третий вариант принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков информируют о том, что на перекрестке необходимо уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева? Варианты ответов только А, только Б, А и Б, и четвертый вариант все. Так, если методом исключения А не подходит, подходит Б, значит ответ только 2. Б. Вариант второй. Вариант второй, да. Принято. Следующий вопрос. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными? Варианты ответов. Только установленный на переносных опорах. Второй вариант. Имеющий желтый фон, а также установленный на переносных опорах. И третий вариант. Только установленный в местах производства дорожных работ. Ну, вы знаете, наш город постоянно ремонтируется без конца, поэтому все знают, что эти временные знаки имеют желтый фон, ну и установлены на переносных опорах. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам перестроиться на соседнюю полосу? Варианты ответов. Можно. Можно, если грузовой автомобиль движется со скоростью 30 км в час. И третий вариант – нельзя. Ну вот, он бы мог вызвать споры у наших жителей Якутии, потому что у нас же нет реверсивного движения, то есть таких знаков. Но, как правило, этому всему обучают, потому что мы же ездим не только в городе Якутске. Поэтому нельзя, так как изображен красный крест, который запрещает движение по этой полосе, и зеленая стрелочка не горит, соответственно. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенном этим знаком? Варианты ответов. Разрешено. Разрешено только в населенном пункте. Третий вариант. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров. И четвертый вариант. Запрещено. Ну, запрещено, потому что это же у нас дорога с односторонним движением, а на ней движение в обратную сторону. Запрещено. Ответ Принято. 4. Четвертый вариант. Следующий вопрос. Разрешено ли вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении? Варианты ответов. Разрешено. Второй вариант. Разрешено, если вы проживаете в обозначенной знаком зоне. И третий вариант. Запрещено. Ну, то есть автомобиль у меня с прицепом, впереди у меня знак, что движение автомобиля с прицепом запрещено, соответственно, ответ 3. Запрещено. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. По какой траектории водителю мотоцикла можно выполнить обгон? Варианты ответов только по А, только по Б и третий вариант по любой из указанных. Вот что хочу заметить, у нас часто нарушают это правило водители, потому что на перекрестке обгон запрещен, поэтому в данном случае только А.
Первый ответ. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены развернуться. Ваши действия. Варианты ответов. Развернетесь первым. Второй вариант. Вы идете на перекресток и, уступив дорогу легковому автомобилю, завершите разворот. Третий вариант. Будете действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля. Ну, нас всегда учат про помеху справа. Соответственно, если автомобиль мы поворачиваем налево, он направо, когда мы повернем, соответственно, он станет помехой нам справа. И мы должны будем уступить ему дорогу. Получается ответ 2. Вариант номер 2. Да. Принято. Следующий вопрос. Вы можете продолжить движение по крайней левой полосе. Вариант ответов только налево. Второй вариант только в обратном направлении. И третий вариант налево или в обратном направлении. Ну, здесь можно было посчитать, что знак говорит нам, что поворот только налево. 2 в обратном направлении, нет, знак показывает налево. Соответственно, мы выбираем 3, потому что знак налево также разрешает нам разворот. Ну, то есть у нас много таких знаков погоды. Вариант номер 3. 3. Итак, Ника ответила на все 10 вопросов, а результаты проверит преподаватель учебного центра «Автоэксперт» Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим правила. Знания по правилам дорожного движения Нику. Итак, первый вопрос. Сколько перекрестков изображено на рисунке? Перекресток – это пересечение дорог на одном уровне. А в нашем случае один перекресток изображен один перекресток. Ответ 1. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? У нас установлен знак «Остановка запрещена» 3.27. Там же и стоянка запрещена. Остановка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут. А также может быть больше, если это связано с посадкой или высадкой пассажиров. В данном случае она применена с табличкой 8.2.3. Зона действия перед знаком она действует, а после знака она не действует. Поэтому здесь ответ «разрешено». Здесь у нас ошибка. Ответ 1. Итак, какие из указанных знаков информируют о том, что на перекрестке необходимо уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева? Порядок движение транспортных средств на перекрестке определяется знаками приоритета. В нашем случае знаки приоритета – это А и Б. А – примыкание второстепенной дороги. Второстепенная дорога идет слева. Если мы прямо едем, то мы находимся на главной дороге. Слева мы не уступаем. Б – уступить дорогу, и направление движения идет слева. То есть транспортные средства, которые едут слева и прямо со встречного направления, имеют преимущество. Значит, слева мы уступаем. В – это не знак приоритета, это знаки особых предписаний. Выезд на дорогу полосой для маршрутных транспортных средств. В нашем случае слева уступаем знак Б. Ответ 2. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными? Желтый фон на предупреждающие и запрещающие знаки являются временными и, конечно же, установленные на переносных опорах. Ответ 2. Можно ли вам перестроиться на соседнюю полосу? У нас установлен знак 5.8 «Реверсивное движение». Горит красный сигнал светофора «Реверсивное движение», поэтому он запрещает движение по реверсивной полосе. Ответ – нельзя. Разрешено ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенным этим знаком? У нас установлен знак 5.5, это одностороннее движение. Здесь автомобили двигаются только в одну сторону. Если мы сделаем разворот, мы выйдем на встречную полосу. Тем мы будем нарушать правила, поэтому запрещено. Разрешено ли вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении? У нас установлен знак «С прицепом запрещено». Здесь запрещает с прицепом грузовых автомобилей и тракторов. Но легковой с прицепом до 750 килограммов этот знак разрешает. Но, к сожалению, мы здесь допустили ошибку. Ответ – разрешено. Ответ 1.
По какой траектории водителю мотоцикла можно выполнить обгон? Перекресток равнозначный. У нас обгон разрешается на перекрестках, если мы едем по главной дороге. Здесь нету этого знака, значит перекресток равнозначный, работает помеха справа. Поэтому здесь мы обгон сделаем только по траектории А. Ответ 1. Вы намерены развернуться в ваши действия. Перекресток равнозначный. При повороте налево-развороте мы должны уступить дорогу транспортным средствам, которые едут с прямого направления и которые поворачивают направо. В нашем случае при развороте это правило тоже работает. Когда мы развернемся, синий автомобиль будет помеха справа. Поэтому выйдем на перекресток, уступить дорогу легковому автомобилю, затем мы завершаем разворот. Ответ 2. Вы можете продолжить движение по крайней левой полосе. У нас установлен знак направления движения по полосам 5-15-2. Крайне левого мы можем поворачивать налево и сделать разворот. Значит, мы можем двигаться налево или обратном направлении. Ответ 3. Итак, у нас Ника ответила на 10 вопросов и допустила 2 ошибки. Уважаемые водители, будьте внимательны и ответственны на дорогах. Всего вам доброго. Удачи вам! Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.